Японская оборудование карап атабыз. Азыр Фуджихира фирмасында атайын мисалы биринчи жабдуу уйдагы мастит болуп калганда ушу талаадан эле маститти аныктап бере алат экен да бул аппарат. Анан экинчи аппараты бул жана жасалма оруктандыруу боюнча атайын малдын уругун алгандан кийин атайын трубочкага салынганда бул жерде анализ көрсөтөт экен кандай экен. Анан ошо анализдин негизинде компьютерге салып туруп компьютерде сүрөттөр чыгып ар бир сперматозоид нумерация болуп анан кыймылдары каяка барып атат, кандай болуп кыймылдуулугу байкалып анализ болот экен да. Башкача уруктун баягы канчалык деңгээлде сапаты болоорун текшерсе болот экен. Для этого мы препаратные предметы изготовим, стекло, предметное стекло, и туда капаем сперму и сверху защитное, очень тонкое стекло. Покровное стекло. И так это наблюдаем через микроскоп. Там вот это решетка Горяева, да? Решетка что? Вот когда на покровное стекло ставишь, там вот квадратики. Да. И надо смотреть каждый квадрат. それで、これ拡大ですけど、これで拡大ですけど、さっきの画面ではマスに分かれてたのかな、網目っていうか、そういうふうにして場所指定するんですか。ああ、ボートだ。適当にこうパソコンの方でナンバリングしてるんで。Это вот давнейший метод оценки спермы. Вручную микроскоп ставишь, вот это, камеру Горяева, и там смотришь каждый квадрат. И А потом... сейчас у вас, да? Да, да, нет. Ну, сейчас тоже используется, но сейчас уже тоже пошли компьютеры. 今までキルギスでは、まあ光学顕微鏡じゃないと思うけど、顕微鏡をセットしてプレパラート用意して、それになんかガリアエヴァカメラっていうのがあるんだそうです。それを使ってまあ同じように深く分けして、それで目で測ってたんですけど、まあコンピューター化が始まろうと。Но это тоже для этого проекта нужны вещи. プロジェクトでもやっぱりこういう技術を入れますね。Пожалуйста. Инструмент. Бул көрүп аткан инструмент 0.25のストローっていうのが置いてあるんですけど、ここにмалдын уругун алганда малдын уругун коюп туруп малдын уругунду идиштен соруп алып упаковка түшүрөт да упаковка болуп Одновременно наполняется и закрывается герметизируется. Все понятно. これは分かる。атайын ошо жанагы малдан алынган сперманы жасалма уруктандыруу үчүн паеткаларга упаковка кыла турган аппарат экен. Если вы дополнительно покупаете принтер, покупаете, то одновременно, то и представляем к этому аппарату сразу же напечатается. Аппарат кайсы урук жөнүндө маалымат толук. Это БК и номер БК. Штрих кода. Бул эми паеткага жазылып калат. Качадан деген эмесичи ошол мынауреки немес бизге эң дефицити неме да вот этот ичиндегиси. Не сперма, а вот эти, как это называется? Соломинка. Соломинка бар. Соломинкасы, допустим, 1000 соломинка канча турат?
ペルチャー緑が我々のイメージカラーですね。日本ではあれやっぱり直腸からその卵巣を探るやり方を使うんですか。В основном осеменение производится зеркальным способом. Так что вот такие длинные перчатки ректальным способом. 今日本ではとおっしゃったのはキルギスでは違うの。ロシアでは少なくとも3種類あって、自家受精がなんかもうなんていうのマッサージでその子宮鏡を押し広げながらやるやり方と、あとなんていうんだろう、鏡を入れてやるやり方と3種類ある。それはすごい新発見ですね。鏡とかなんか入れるやり方があって、だから直腸だとその直腸とからその卵巣を探ってなんか探るんですね。そうですね、はい。探って広げる。Сейчас алмагырлык татыр үчүн гана керектүү мээлей штудияда бул шприцтер. もともとこれ一番短いものしかなかったんですけど、牛の大型化に伴って、Конечно же, вот шприц это ранее более короткий, однако, как видно, да, по увеличению массы тела это коробы, нам нуждались вот еще длинные шприцы. あとは女性の人工授精師さんが増えてきていることもあって届かないこともあるので。Тогда такие длинные тоже востребованы для вот осеменаторов женского пола. Так как она вот рукой не достигает сама влагалища или что матку. 子宮頸管の拡張用に使う未計算で使う。Трубкалардагы жанагы сылмарыктандыруу үчүн керектүү трубкалар. 萩原さん。Бул аппарат УЗИ аппарат экен. УЗИ для диагностики беременности. Өтүн боз кысырын бериш үчүн УЗИ аппарат. Анан бул атайын. Bir salagan 300 сом деп колун салып кетишпейби? Бар малга керек. 300 сом алат. Я частный тайын бар 300 сом алат. Салган салбайт 300 сом. Ама оны сатып көтөрүп алып турабы? Тура. Турус пока айттыр. Ошого Бул УЗИ аппарат экен, атайын алдын боз кысырынан тышын уже фирмасы өздөрү чыгарат экен, аныктоо боюнча жерде атайын шлангысы менен трубкаларын алып карап видео монитордон карап көрүп турат. Бул да жакшы керектүү нерсе экен мал чарбасы үчүн. Полная зрелость. И что, анализ выдает, да? Да. Бумагу酸素выдает? センサーが入ってます。Здесь есть детектор кислорода. Аппарат Сенсорный детектор кислорода. для компоста, да, для Да. компосттун бышканын даярдыгын текшерчү аппарат экен. Здесь показывается... Готовы или не готовы? Подожди, дайте мне пока сказать. Показывается уровень зрелости от единицы до 20. Это относительное значение. Течение зрелости. Соответственно, когда зрелость идет и достигается полной зрелости, это значение, конечно, увеличивается. Максимально 20. Компост ичине салат бекен? 堆肥を作っていらっしゃる。 Компост вставляется туда, да? これが堆肥はここに入れて、これがポットですね。ичине салып турган жаап туруп текшерип окшойт да. Мында керектүү нерсе экен. 1-ден 20га чейин көрсөткүч менен текшеребиз дейт. Ошо бул баягы жаңы биздин технологияга кызыгып, жаңы технологияга кызыгып аткан биздин фермерлер үчүн маалымат болсун деген иретте ушул видео тартып койдум. компоста. Это простейший набор для измерения Здесь есть некоторый индикатор компоста. Посмотрите, пожалуйста. Внимание! Внимание! Отсюда面白かったです。
試薬、このセットに含まれる試薬の中に堆肥のサンプルを入れます。Химикаты и индикаторы. И туда вот добавляет вот образец почвы. はい、これをコンポスト。 4分間手で振ります。 И так трясут 4 минуты. その後、上澄 После みを этого ここに суспенди 取りまして、 брать, この可愛らしい перемешать в эту маленькую емкость. これで、 И центрифугой. 2分待ちます。 И 2 минуты, так 2 минуты. そうすると、 После этого 上澄みと内容物が完全に分かれる状態になる разделяется と、 густая и не очень густая часть. 堆肥が完熟であると。 Ага, это эталонное, как будто, это эталонное. То есть в этом состоянии уже полная зрелость компоста. Нет, по-моему, там написано, по-моему, незрелый компост. Вот этот. あ、これが完熟、完熟。こっちが完熟です。煮ずれる。 незрелый. Это прям на месте там экспрессом делают, да? 今キルギスで使ってる堆肥はみんなこれです。 Юмения. でНа месте непосредственно узнаем состав почвы. Бул атайын топуракты анализ этип турган көтөрүп жүрмө лаборатория экен. 養分を抽出するための器具。 жаңы иштеп табылары. Простейшая емкость для извлечения состава почвы, массы почвы. ここにまず抽出用の試薬を入れて、 Здесь вот там наливает индикатор химикат. はい、で Какой-то раствор. ここに付属のスプーンがありますので、えースプーンロージチがいいし1杯の土、畑から持ってきた土そのままで結構。 И подчеркивает на эту дозу частицы почвы. Спаля. その後、フィルターをここにかぶせて、これを、はい、 И закрывает. このように。で、 И бумажный диск. これ手で1分間振ります。 И на минуту трясут. で、これを逆さにして、 Переворачивает. この通気口を開けると Задна. 自然にろ過されてきます。 Задна. И еще вот так открываем. Вот рокаされていくと、あ、これ落ちるわけですね。土と、抽出液とが分かれるようになって И там разделяется вот раствор и это почва. で、この抽出液の中に、8つの成分を分析することができるようになっています。 И таким образом при помощи этого индикатора мы можем разделять количество 8 компонентов, включенных в почве. で、この後は、必要な項目に応じて発色させる試薬がありますので、それを2、3滴ずつ加えていくと。 И там вот эту жидкость капают на бумажные диски, пропитанные различными индикаторами, профильными индикаторами. そうすると、ここにありますような成分の、濃度が把握できるということです。 Автоматически нет, узнаем концентрацию своего желаемого компонента в жидкости. 現場で電気も何もなくてできるものですね。 Это без электричества, никакого сложного аппарата. Сразу на месте можете узнавать хороший свой состав почвы. で、この土壌の養分の結果と同じように、水耕培養液からですね、Как и やることもできます。 просил раствора гидропоники, мы можем анализировать из этого набора. これが我々の発明でございます。 Это наш чисто наш.